Бараховым и другими. Серго Орджоникидзе, Григорий Петровский, Емельян Ярославский воспитывали членов подпольного кружка в духе пролетарского интернационализма, в духе большевизма. В феврале 1917 года Степан Аржаков становится членом Якутской объединенной организации РСДРП, ее революционной фракции. Через месяц Аржаков выезжает в родной Вилюйск для участия в организации советов депутатов местных чернорабочих. Вместе со своим учителем Петром Хрисанфовичем Староватовым создали союз вилюйских чернорабочих и сезонных плотников. Этот союз стал первой революционной организацией в округе. Степану Аржакову тогда было всего 18 лет. Тогда же указом Центра Сибири он был назначен комиссаром Вилюйского уезда. Именно в это время открылись его блестящие организаторские возможности, его дальновидность как руководителя. В августе 1918 года состоялось временное падение советской власти в Якутии. Тогда Степан Аржаков был вынужден бежать с товарищами в Советскую Россию, но по дороге в Алекминском Улусе Степан Максимович был пойман и арестован бандой белых. Его заключили в якутскую тюрьму, но, к счастью, в декабре 1919 года окончательно установившаяся советская власть освобождает Степана Аржакова. Поначалу он назначается уполномоченным по организации советской власти в Вилюйском уезде. Затем его назначают председателем Якутской губернской следственной комиссии, уполномоченным губернского продовольственного комитета в Вилюйском уезде. Осенью 1920 года Аржаков был командирован на учебу в Коммунистический университет имени Якова Свердлова в Москве. Здесь им был организован при Народном комиссариате национальностей якутский отдел, которым он стал заведовать. Именно в эти годы вместе с Платоном Аюнским Степан Аржаков участвует в разработке документа огромной политической и правовой значимости – Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской АССР. Вернувшись на родину, он принимает самое активное участие в гражданской войне. В 1921-22 годах работает заведующим отделом советского управления, а потом командируется чрезвычайным уполномоченным губревкома и губкома партии в восточных улусах Якутии, уполномоченным губчика и начальником особого отдела при сводном отряде в селе Амга. С июня 1922 года Аржаков был утвержден членом Ревкома, работал народным комиссаром внутренних дел, начальником Якутского областного отдела ГПУ. С июня по декабрь 1924 года исполнял обязанности председателя Совета народных комиссаров Якутской АССР. До 1926 года работал народным комиссаром внутренней торговли и с перерывами секретарем Якутского обкома партии. Много сил и энергии Аржаков отдал развитию государственности в Якутии. Так, еще в 1921 году он вынес на обсуждение коллегии Наркомнатца проект об автономии Якутии. Он является инициатором создания автономии государственности нашей республики еще в далеком 1920 году. В декабре месяце он поднял этот вопрос. И спустя 2 года наша республика получила автономию и свою государственность. Он работал в наркомнации у Сталина, Иосифа Виссарионовича, несколько раз с ним встречался именно по этому вопросу. Он выступал на нескольких заседаниях наркомнаса с вопросом придания статуса автономии нашей Якутии, нашей республики. В 1926-30 годах Степан Аржаков учился в Московском промышленно-экономическом институте и одним из первых якутских руководителей получил высшее экономическое образование.
С 1932 года Степан Максимович работает наркомом земледелия. Он является одним из создателей колхозов, машино-тракторных станций. Много было им сделано по укреплению их материально-технической базы. Имея за плечами большой опыт руководящей работы, Степан Аржаков, находясь на посту Народного комиссара земледелия Якутской АССР, смог проделать огромную работу по становлению в Якутии колхозного движения и техническому перевооружению аграрного комплекса республики. Так, в середине 1937 года в республике насчитывалось 1255 коллективных хозяйств, в которые вошли 16,5 тысяч хозяйств, практически 80% всех крестьянских хозяйств Якутии. Если в 1932 году в сельском хозяйстве республики имелось 153 трактора и 3 грузовых автомобиля, то в 1937 году парк сельскохозяйственной техники вырос до 422 тракторов, 117 автомобилей, появилось 48 зерноуборочных комбайнов.